Калабаева Таиса. У меня 7 детей. Это было 17 числа. Ясный солнечный день. День, этот день был. А месяц какой? Это было 17 февраля, где-то около 2 часа. Этот день. У нас это село, Бамбик-Шерифово, было объявлено селом безопасности, потому что здесь было очень много беженцев, переселенцев. И мы думали, мы верили в то, что думали, нам каждый раз говорили, что они будут здесь бомбить по окраинности. И в этот день февраля, как никогда, теперь уже заходим. Самолет нанесла удар, ракетно-бомбовые удары. Было убито 32 мирных жителей, ранено еще больше. Самолет полетел неожиданно, как никогда раньше, когда она бомбила, делала несколько кругов, хотя на окраине самого села она бомбила. А в этот день сразу не успели мы в подвал, не успели на блиндаж. И дети мои находились тут, а я в двери встречалась с соседкой, она только входила. Когда самолет, когда этот самолет прилетел, Дети в это время где находились? находились, обедали дети. Здесь в помещении? Здесь в помещении находились. Эту бомбу напала на пол. Это упала прямо на пол. Ранила 3 детей. Ваших 3 детей? Да, Какого пола и возраста дети? дети, одному 14, девочки.
3 дня мы там пробежали в подвале без никакой Вы вместе с 3 ранеными детьми. перемены, и вообще нас много было здесь А раненых. дети были ранены, вы можете назвать виды ранений, куда, в какую область? Каждого ребенка возраст указывает. Да, девочка была 14 лет, ранена в ногу, а мальчик 9 лет был ранен в живот, в голову, и другой мальчик в 7 лет тоже был ранен в голову. Какова дальнейшая судьба? 18 числа, 18 у нас бомбили. Не было возможности оказать помощь. 18 бомбили. Бомбили как по продолжительности, в определенных часах или? Непрерывно бомбили. Не было возможности, чтобы добраться до больницы. Потом 19 числа уже решили мы рискнуть в больнице до сюда. Километров 50, наверное, по дороге тоже нас бомбили, слава Богу, не попало нас. Еле-еле добрались мы до первого поста. Это в Чири-Юрте. Там нас не пропускали. Короче, просили, чтобы мы назад пошли, что им уже пора, время обстрела для них. Надо. Короче, и они нас не пропустят. И наконец... Как понять время обстрела для них? Ну, Они наверное, должны были простреливать эту дорогу. они должны были эту дорогу простреливать. И так они сказали. Но мы отошли там метров 200-300 назад. И ждали, пока они там их обстрел не кончится. И потом где-то через часов 5-6 мы опять пришли к посту этому. Попросили, чтобы хоть час пропустили, а то раненые совсем плохо чувствуют. Ну, они сказали, нас ни за что не пропустят. Сказали, надо их привезти в свои Уралы, в свои отели. И их у самих есть там госпиталь, есть няньки, сами справятся. Ну, потом это с нами был один старик, он еле-еле просил их, и мы еле добрались до этой больницы. Там сразу была помощь оказана. А оставшие здесь этот водитель, который нас туда отвел, должен был приехать обратно сюда и забрать остальных. Ну, там солдаты которые стояли на посту, их обратно оттуда этого водителя не пропустил сюда. И здешние, кто умер, кто выжил. У меня
Вы знаете фамилию Да, погибших? одна это такая Дудаева Марина, Дудаев Айтиева Луиза. Какого возраста они? Они Дудаева Марина 61-го года, а Айтиева 66-го. Каждая эта ракета, здесь в этом селе, почти каждая ракета улетела в дом. И эти, ну, в каждом, почти в каждом доме убито по 2-3 человека. Здесь не ожидали такого. Некоторые, которые сомнались, лежат в больнице, еще не поправились, не сделали операцию вперед. Были повреждены кишки. Через 3 месяца опять должна быть повторная операция. Я боюсь так уже в этот пункт еще повториться. Страшнее этого дня, наверное. Я ничего не увидела. Вы не уверены в том, что ваши дети застрахованы от чего-то, что... Я еще Каково сейчас здоровье ваших детей? Есть ли какие-то последствия для их здоровья? Есть ли какие-то, скажем, с той стороны рекомендации врачей по поводу здоровья? Дети у вас одни, вы сказали, желудок, попал в желудок, по-моему, да? да, вот, но есть же еще, кроме моих детей, еще Марины, соседки, мальчик, ну, это и еще девочка была. И здоровее, тоже мальчик, еще в Назарне больнице. Ata içiyoruz. Perzoyu diyoruz, melekri diyoruz yarışı. Sonra burada Заходи, это река, иди. مش بعد خبر اليوم يا